Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем последствия хлопка паров спирта во время самогоноварения в квартире одного из домов на улице Павлюхина в Казани. Когда он упал, как будто снег падает земля. Туда. Туда брюк, я думаю, снег падает, оказывается, стекло летит. В квартире выбило все окна, никто не пострадал, лишь чудом. Расскажем, как в центре Казани столкнулись две иномарки. 4 дня назад только с капитального ремонта выгнал машину. С сервиса. А видно еще как. Помощь медиков понадобилась водителю такси. И на Оренбургском тракте задержали пьяного 52-летнего водителя внедорожника. Сначала водителя отстраняет право управления транспортными средствами. У водителя имеются признаки алкогольного опьянения. Это и не только прямо сейчас. Предположительно, пары спирта рванули в квартире на 16-м этаже одного из домов на улице Павлюхина в Казани. Около 7 часов вечера хозяин жилья варил самогон. В этот момент оглушительный грохот заставил заволноваться и его самого, и всех соседей. В самой квартире, где и произошла вспышка, вылетели окна и расплавился натяжной потолок. Рухнувшие вниз рамы лишь по счастливой случайности не упали на людей. Часть из них приземлилась на детской площадке. Должен, да, было. Когда он упал, как будто снег падает земля. Туда. Туда брюк, я думаю, снег падает, оказывается, стекло летит. Жильцы как этого дома, так и соседних, услышав оглушительный хлопок, выскочили на улицу и, увидев разбросанные по всему двору оконные рамы и стекло, не могли поверить, что никто не пострадал. Ходят здесь, да, очень много. Ни машин, никого Только что нет. даже, да, вылетело вообще у нас далеко. А вот как раз и дети вышли через минут 2-3. Это капец. Да? Никого не было, никого не было. Повезло, что никого не было на детской площадке. Она вся завалена стеклом. На записи с камеры наблюдения, которая направлена на подземный гараж, видно, что одна из рам рухнула всего в нескольких метрах от прохожего. Просто взрыв был, я вот рядом шел. Я вот прошел только отсюда чуть-чуть. И взрыв был, я оглянулся, все это летит. А потом на площадку поднялся, но детей там не было, никого не было. Вылетевшие рамы повредили и несколько припаркованных во дворе автомобилей. А в машине никто не был? Не были, да? Не был. Хозяин двухкомнатной квартиры на 16-м этаже вину свою признал и от ответственности не прятался. Хозяин двигает, все претензии ко мне будут. Вот, машины поцарапаны. Никто не пострадал и в самой квартире. Никто не пострадал, все нормально. Самое главное. Там даже нет разрушений, кроме вылетевших рам на кухне, балконе и спальне и оплавившегося натяжного потолка. Причиной случившегося специалисты называют хлопок паров спирта в результате разгерметизации самогонного аппарата. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев, «Вызов 112». 2 человек спасли пожарные из огня в одном из домов в поселке Юдино. В квартире на 2-м этаже 5-этажного дома горели вещи на площади 12 квадратных метров. Из горящей квартиры пожарные с помощью кислородной маски вывели 59-летнего мужчину. Его госпитализировали с диагнозом отравления продуктами горения. Второй пострадавший, 41-летний мужчина, получил ожоги кистей рук и был доставлен в РКБ. Самостоятельно из дома эвакуировались 5 человек. Причину пожара установят дознаватели. По предварительной версии, загорелась квартира из-за неосторожного обращения с огнем при приготовлении пищи. Мусоровоз сгорел на улице Аделя Кутуя в Казани. Как рассказал водитель техники, он только завел автомобиль, как машина задымилась. Вскоре появилось открытое пламя. Огонь потушили самостоятельно до приезда пожарных подразделений. Так, на горящий грузовик бульдозером высыпали несколько ковшов снега. Охота обернулась трагедией и уголовным делом в отношении 58-летнего мужчины по статье «Причинение смерти по неосторожности». По версии следствия, он с 5 знакомыми в сопровождении егеря поехал охотиться на лося в Нурлатский район, но выстрел пришелся в товарища. Находясь в автомобиле, он не произвел контрольного спуска, после чего попытался положить охотничье ружье 12-го калибра в чехол. Однако в этот момент по неосторожности задел крючок и произвел выстрел. В результате смертельное ранение получил его 40-летний знакомый, который скончался по дороге в больницу. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Один человек пострадал в результате столкновения Kia Rio и Volkswagen Polo в нескольких метрах от перекрестка улиц Сары Садыкова и Татарстан. Обе машины двигались в одну сторону, пока не доехали до светофора. И в этот момент водитель Volkswagen совершил маневр, которого в этом месте никто не ожидал. Он стал разворачиваться, не доехав до перекрестка. Иномарка фактически перегородила дорогу. Водитель такси затормозить не успел и врезался в левый бок немецкого автомобиля. 4 дня назад только с капитального ремонта выгнал машину. Сервиса. Обидно еще как. Избежать аварии, говорит водитель такси, у него не было никаких шансов. Volkswagen неожиданно просто перегородил ему дорогу. Первый поток стоял, все машины, а я ехал по второй полосе. Светофор был зеленый. Я ехал прямо и товарищ, скажем так, пошел неожиданно на разворот уйти. Я при этом выехал на встречную полосу, чтобы уйти от столкновения, но уже бесполезно. Он уже на меня уже все выворачивал. Скорость в момент удара, говорит мужчина, была совсем небольшая. Он начал тормозить сразу, как только понял намерение водителя Volkswagen. Но, несмотря на это, все равно врезался сначала в легковушку, а затем в забор. 20 или 30, что-то уже. К тому моменту к удару уже, можно сказать, 15 уже. Потому что я уже практически скинул, но удар был уже, можно сказать, обстоящий автомобиль. Уже он уже на разворот ушел, я уже ударился. Медицинская помощь потребовалась водителю Kia. Мужчина получил травму руки. Врачи исключили перелом, и от госпитализации он отказался. Пассажиров у него не было. В Volkswagen никто не пострадал. Я с правой перестраивался в левую и с левой сюда. Надо было до перекрестка доехать, а я отсюда начал. С левой светофор. Водитель такси надеется, что автомобиль ему восстановят по страховке. Говорит, хорошо, что машина его личная, а не в аренде. Без работы, пока автомобиль на ремонте, остаться не боится. Ну, как сказать, без работы. У меня вторая машина есть дома, как бы семейная. Придется его взять на время, пока эту страховку будет чинить. Водитель Volkswagen свою вину признал сразу и уже морально приготовился к ремонту машины. Полной страховки у него нет, и платить за восстановление машины придется ему самому. Сирина Сахапова, Константин Бушуев, вызов 112. 28-летний водитель Hyundai погиб на месте. Его пассажирка получила травмы и была госпитализирована в результате аварии на трассе М7 в Менделеевском районе. По предварительным данным, авария произошла именно по его вине. Автоинспекторы установили, что водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КАМАЗом. Удар был таким, что цистерну выбросило с дороги. Грузовик съехал в кювет и опрокинулся на бок. Его водитель не пострадал. Нетрезвого 52-летнего водителя внедорожника Great Wall Hover задержали вечером на Оренбургском тракте. Человека с признаками алкогольного опьянения, который вышел из магазина, сел в машину и поехал, заметили сотрудники патрульно-постовой службы. Полицейские мужчину остановили, проверили документы и почувствовали исходивший от него запах спиртного. Для дальнейших процедур задержанного передали автоинспекторам. Сначала водителя отстраняет право управления транспортными средствами. У водителя имеются признаки алкогольного опьянения. Эта процедура для него незнакома. Прав раньше мужчину не лишали. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Полицейские увидели мужчину, который вышел из магазина на Оренбургском тракте, сел в машину и поехал. Его решили проверить. С документами все было в порядке, но от водителя исходил сильный запах алкоголя. Мужчину задержали и вызвали автоинспекторов. Освидетельствование прибором алкотестер будете проходить? От освидетельствования он не отказывался и по первому требованию прошел тест. Обхватывайте губами, делайте продолжительный выдох до звукового щелчка. Я вам скажу, когда становится. Давайте. Дуем. Все. 0,620. Да. А сколько положено? 0,16 положено у нас. По какому поводу пил и зачем после этого сел за руль, мужчина рассказать не захотел. Теперь мужчину ждет суд, который, вероятно, лишит его водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет и наложит штраф в 30 тысяч рублей. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.